контролю над Мариуполем. Над Мариуполем полный контроль есть, ничего не препятствует. Они засели в Азовстале, завод Азовстали Ильича. Там минус 7 этажей. Там они, иностранные их специалисты, инструктора, они там 10-20 лет их готовили для того, чтобы обороняться. Ну, сейчас они там находятся, мы их добиваем. А город такой вы видите, вот его они разрушили. Вот так же, как оттуда его бомбили, так и вот это все происходило. Когда планируете много освободить? диверсионных групп сейчас вот в городе находится? Ну, Когда они выходят? в городе практически снайперы и такие вот локальные места есть. И больше, ну, практически в городе у них сопротивляющихся каких-то групп нету. Поэтому мы сегодня только что вот перед, как вы сюда заехали, мы с вами до обеда мы проехали весь город. У вас эти съемки тоже мы Ахмеду будем передавать с тех позиций, где мы были. Поэтому практически они сейчас в окружении, в таком плотном кольце в этом заводе. Но завод, нужно понимать, тоже целый город. Он там 5 на 5, 7, 8 на 5. Такое большое сооружение еще Советского Союза. Поэтому сколько бы туда снарядов не попало, они под землей уходят, там выскакивают, кто-то стреляет, кто-то вот так вот и происходит это все. Но позавчера по приезду Рамзана Ахматовича на данной позиции, в наш штаб для ознакомления ситуации в Мариуполе было сбито Байрактары, один самолет. Они такую активность проявили. Я уверен, что приезд Рамзана Ахматовича и их информаторов тоже много, нашему фронту способствовало, что их уже не стало. И один вертолет был, который просили командиры азовцев, чтобы их вывезли. Этот вертолет тоже сбит, они находятся там, и мы их будем добивать. Адам, можно вопрос? А как вы этих людей оцениваете, которые там засели? Вообще, это люди, не люди? Вообще, слово «люди» к ним не применительно. Они шайтаны. Мы их тогда говорили, когда у нас были эти религиозные, в кавычках, шайтаны. Эти тоже такие же шайтаны. Все те, кто не придерживается человеческих ценностей, религиозных тем более ценностей, мы их называем шайтанами. А там пускай люди сами думают. Адам, скажите, а ими кто-то командует сейчас или они вообще сами по себе? Ну, они разрознены, они поэтому всему заводу туда-сюда бегают от безысходности. Я в своем прямом эфире вчера, еще выложить не успели, мы на их частоте с ними разговаривали. Есть к ним одно предложение. Старший состав, командирский состав, который уничтожали мирных людей, детей, женщин 8 лет ДНР, ЛНР, мы их уничтожать будем. Ни за что не простим их. У нас тоже есть и потери, есть и раненые, хотя их немного, но для нас один человек — это человек без разницы, какой он национальности, военнослужащий, чеченец, русский, еврей, дагестанец, все мы одни, мы все братья для того, чтобы очистить Украину от этих нечистей. Поэтому я уверен, в скором времени все это закончится, и эти перестрелки, что вы сейчас слышите, эти звуки, они тоже здесь не будут. Когда планируете полностью освободить завод Азовсталь? Когда мы можем его полностью освободить, будет зависеть от того, насколько сейчас мы ищем вот эти старые вот эти коммуникационные карты, вот для того, чтобы туда наши спецподразделения сейчас заходят в завод, их выявляют точки выходов, заходов. То есть это, чтобы вы понимали, это большое сооружение. Представьте, сейчас минус 7 этажей в земле. Там поезда, у них там целые госпиталя, у них там много вооружений. Вот 2 дня назад их штаб азовцев, который в городе, мы забрали. Там в подвале, что там было в подвале, это столько там снарядов, как будто еще можно лет 5 воевать. Поэтому мы все знаем, что Запад как их готовил, как их снабжал для того, чтобы уничтожили Украину, потом уже пошли на Россию. В каком смысле? У
них же никогда, они же не мужчины, чтобы пойти на Россию так с войной в прямом смысле. Хотя и тогда этот фашизм и этого Гитлера уже эти англосаксы придумали. Поэтому сегодня они по-другому хотели Украину вот таким образом забрать и идеологически нашу молодежь уже как бы превратить ее в такую же, так Зеленский и ему подобные. И таким образом постепенно вот таких же Зеленских, Навальных, они находили, еще других находили, которых нету уже. Ну, есть такие, как Навальный. И они кто? Они, у них ни чести, ни совести, ни семьи, ни за религии, ничего святого нету у них. Им нужны такие. А Россия не такая. И украинцы тоже не такие. Я вот хочу всем сказать, в Украине есть достойные люди, есть настоящие мужчины. Я вас призываю, в конце концов, опомниться и сами взять оружие и убрать этих, где они находятся, этих шайтанов. Вы же прекрасно знаете, что они ничего не значат, что они ничего не решают. Они не хозяева своих штанов даже, своих жен. Как они могут управлять украинским народом, мощным, великим народом украинским, православным, славянским? Вы же религиозный славянский народ. Как вами вы дадите управлять каким-то Зеленским и таким европейским или Байдену, что ли? Которые придерживаются там, я не знаю, как назвать, их флаг, который они поднимают, который они принимают законы ЛГБТ, трансгендеры, там, я тут меня извиняюсь, что мне неприятно об этом говорить, но это реальность, которую мы сегодня должны все-таки говорить, и чтобы они не обманывали нашу молодежь, чтобы они нам не навязывали свою грязь, которую они хотят навязать всему миру. На России они коса на камень пошла. Все будет нормально. Победа за нами, Ахмад, сила, Аллаху Акбар. Адам, скажите, а гражданское население сейчас как-то эвакуируется из города? Да, в основном гражданское население этой части города, там-то уже продукты завозят. Мы сейчас завтра, уже сегодня завозим продукты, там, питание, воду людям. Вот это все наш фонд первого президента Ахмадхаджи Кадырова. Мы уже подготовили машины, будем завозить вот так вот, и людям уже помогаем. Более 300 тонн уже раздали. Да, много раздали, и дальше будем. Вот мы ехали сейчас, да, вот эти вот канонады слышны, которые, это бьют по заводу. Поэтому в этом смысле здесь нет проблем. Примерно как далеко отсюда завод, где идут Ну, войны? отсюда вот сейчас сказать, если начало завода, километра 3 где-то 4 максимум. Тяжелая техника осталась, танки. А? Танки остались, У них, да, тяжелая вот техника. я сказал, под землей, вот эти вот катакомбы, как бы вот минус 7 этажей, у них там и танки есть и другие виды, миномет, очень много, вот это разрушение, это же они везде, где школы, где, там они в основном ставили вот эти, где дома, где люди, чтобы по ним не стреляли, они вот это вот сами стреляли, как по мере они отходили, и вот сейчас, как они с Азов стали, стреляют сюда, они также стреляли, и после себя и убивали мирных же людей, мирных детей. Сколько здесь мы этих людей увозили и в морг отвозили, как бы, да, складывали. Поэтому это не люди, это, я не знаю, как их можно понимать, или как-то, даже те, кто пишут там в соцсетях, как они могут такую грязь вообще поддерживать. Мы понимаем, война, там политика, позиции, там оппозиция, там какое-то видение хорошее, правильное, если навязывали. Что навязывают украинскому народу? Хорошо бы только там сказать им, если даже им это навязывают, мы, россияне, должны сделать все, чтобы они не вовлекли украинский народ в этот беспредел и хаос. Мы же видим, что происходит сегодня. И мы знаем все, что ничего, в кавычках, этот петушок ничего не решает. Поэтому вся проблема в этом. Надо украинским мужчинам стать в каждом городе и сказать свое слово, иначе будет еще плохо. И это плохо, и это беспредел, и это то, что разрушается. Это все на совести этих Зеленских и всей этой главарей, кучки этих главарей. А сейчас... Адам, мы сейчас слышим, что многие даже президенты европейских стран именно говорят о Мариуполе. В чем такая стратегическая важность именно этой территории? Да, все говорили, и вообще мы всегда слышали, что в Мариуполе азовцы там 100 тысяч, 50, 60 тысяч. Поэтому мы по поручению
президента Рамзана Ахматовича, герой России, нас отправил сюда. Мы хотим быть на первых позициях, где это самые, в кавычках, отважные эти нацики. Они бегают, снимают формы, сотнями бросают форму, переодеваются. По-моему, некоторые сегодня говорили, женские одежды переоделись, убежали на той стороне, которую мы уже зачистили. Поэтому вот такая вот так в целом ситуация. А заложники есть на заводе? Не знаете? Сейчас сверху мы не видим, а то, что внутри, пока не знаем. А добровольцы все еще поступают в Чеченской республике? Не только в Чеченской республике, со всей России поступают. С Чеченской республики особенно, Ахмат Сила. Как боевой дух наших бойцов, Адам? Ну какой у меня боевой дух, такой же и у них. Нельзя оставить. Вот сегодня, как сказал Рамзан Ахматович, с этими с нациками, этими бандеровцами, шайтанами никакие переговоры не должны быть. Переговоры должны быть такие, как Рамзан Ахматович сказал, на условиях российской стороны. И это безоговорочное сложение оружия, сдача, и чтобы Принятие наших условий. Украина не должна быть ни каких-то там альянсах, там у них должна быть нейтральное все, ни Луганск, ни Донецк, Крым, тем более вообще даже думать, надо вообще всем забыть, это даже не обсуждается. Поэтому это вещи, прерогатива президента и людей, кому он поручил. Наше мнение и наша позиция, она озвучена лидером чеченского народа Рамзаном Ахматовичем. И мы будем делать все, что он нам скажет и прикажет. Ахмат Сила Аллах. Спасибо. Ханс Вулас. Нелей Спасибо Салада. большое. С моим другом.